Под занавес прошедшего года театр Олонхо показал на сцене Московского губернского театра спектакль «Хардачи Берген» Андрея Титарова в постановке режиссера Андрея Борисова. Спектакль прошел в рамках фестиваля «Биеннале театрального искусства». Фестиваль существует с 2017 года и устроен по принципу биеннале. Необычность в том, что в жюри только режиссеры, причем в нечетные годы в конкурсе участвуют молодые режиссеры, а судят их опытные мастера. Выбирают 3 лауреатов, которые получают гранты на новые постановки в одном из театров России. Год метров лауреатом становится только 1 режиссер и получает грант на постановку. Фестиваль «Биеннале» строится по принципу: 1 год фестиваля в конкурсе «Мастера», другой год фестиваля в конкурсе «Молодые режиссеры». И, соответственно, жюри тоже меняется. В 2024 у нас в конкурсе «Мастера» отечественной режиссуры. И, соответственно, наше жюри – это молодые режиссеры, в том числе лауреаты прошлого года фестиваля. 8-й фестиваль уже. Мы стараемся каждый год хотя бы 1 национальный театр какой-нибудь привести. Gün ay
Якутия удивительная республика, потому что вот часто говорят о феномене якутского кино, а есть еще феномен якутского театра. Аланхо – удивительный театр, который сочетает традицию, эпос народный с современностью, современными методами изложения этого эпического полотна, который зафиксирован в памяти народной, уже положен на бумагу в театральной обстановке. Это удивительное совершенно откровение. И сцена живет вместе со зрительным залом просто каким-то единым организмом. Это яркие персонажи, которые присутствуют на сцене в такой потрясающей органике, с горловым пением, с прекрасной хореографией, с живой музыкой. Это все создает уникальное ощущение сопричастности к потрясающему зрелищу, очень органичному, народному и в то же время очень современному.
Понятно было, да? Мы успевали читать, но, конечно, не хотелось отвлекаться от артистов и слышать, как они это доносят. Но успевали читать, конечно, всю историю поняли. Очень захотелось прочесть это все. Зал очень хорошо реагировал историей народов своей страны. Я совершенно потрясена. Я знаю Андрея Савича и знаю два театра Андрея Савича в разных немного его вариантах. Да, это или Аланхо, то есть чистый эпос, обряд, костюмы и так далее и тому подобное. Или Саха-театр с репертуаром, как у всех драматических театров. И вот эта поразительная попытка объединить на самом деле, как будто бы в одном спектакле два эти театра, то есть с одной стороны эпос, Аланхо, богатыри, богатырши, сестры, которые все делают за богатырей. Обратите внимание на роль женщины в якутском эпосе. И с другой стороны историю абсолютно такую реальную, почти молодого мужчины, рок-музыканта, который встречается с традицией, попадает в эту традицию. Совершенно фантастические актеры, фантастические. Степаниде Борисовой земной поклон за то, как она вырастила целые поколения людей, владеющих этим фантастическим умением петь вот это горловое пение кыр-кра, педагогам, которые занимаются пластикой, хореографом. Молиться нужно на людей, которые без каких-то немыслимых технологий, без каких-то невероятных спецэффектов, за счет своего воображения, изумительной фантазии, каких-то очень простых вещей и мастерства, великого мастерства, могут добиться такого результата. Come
sen serey. Oğuldan sualın dardan bir sualın irde görüyor ben döhö kaça boloy akkan ınıra tarda. Тоң суылын тұрдан, сете баттым боллаға, қан туғасады! Мне очень понравилось. Это здорово дать возможность московскому зрителю увидеть особенности, то есть что-то совершенно другое, то, чего у нас нет. И, может быть, не всегда легко жюри выбирать между, ну, скажем так, классическими постановками и вот тем, что они увидели сегодня. Но, по крайней мере, в том числе показать и молодому зрителю. У меня сегодня дети на спектакле были, они были в восторге в полнейшем. Это очень важно, потому что только театр дает представление о культуре разных регионов страны. Мне очень понравилось. Спасибо. Пожалуйста. Вам не скучно было? Нет, я не выключался ни на секунду. Это было захватывающе, это было удивительно по своей музыкальности, по своей пластичности и в то же время по своей простоте, которая несла в себе сакральное, которая несла в себе вот это вот мистическое путешествие вглубь человеческой души. И вся эта мифология, вся эта культура, свидетелем которой мы сегодня стали, это прямо настоящее чудо. Поэтому я выражаю прям искреннюю благодарность театру Аланхо за те не только эмоции, но и те образы и мысли, которые, я думаю, будут преследовать меня теперь всю жизнь. Блестящий актерский ансамбль. Именно ансамбль, именно коллективное, именно подхват, именно чувство плеча актерского, братского, вот, сестринского, да. Это вот то, что, пожалуйста, то, что звучит прямо сейчас звучит, вот, это и есть душа этого спектакля. Пели Да. форшлагом. Да. Не напрягало ухо? Нет, это большое счастье и одна из моих мечт — услышать вот так вот воочию, стать свидетелем этого пения. Я знаю, что небывалая техника и мастерство нужно для того, чтобы овладеть этим пением. Вот, поэтому для меня это еще один подарок судьбы, который сегодня вот случился здесь благодаря прекрасным артистам и прекрасному режиссеру.
Вохпаның вох әбіле әтен. Sen tuvere sökettik bıla. Ol soğutuk orton kalbut bulgun ya gürdüger taksanın urutsun. Kara çöken. Ben varım. Soğukta boğalarım var boğa tatlı. Ağam kardan çilergen Göğe doydu abalar Demiştin atlarına uydaran Uakka oğlunun tamnatan Timir kurabaslarının dalbağdan ayandan yerler Acaray oğlu çıkan derin tuğarı Oğlarokun sidanları bağız bu kadir Hanı yavdağın ömürden bu Allah Мощное впечатление от энергии артистов, потому что это такой национально очень сильный момент, ясное содержание, да, которым артисты заражают,
заражают историей, заражают своим пением, заражают своим способом рассказа истории, фантазией, да, выдумкой какой-то, которую они вместе с режиссером нашли. Вот. Поэтому впечатления мощные, хотелось бы еще что-то увидеть. Да. То, что они пели, у нас называется «Тоюк фаршлаг», не напрягало? Нет, мне наоборот, как бы я сам родился в Ханты-Мансийске, вот, у меня как бы корни есть хантейские. Это мне давало возможность разобраться в истории именно с этой стороны. Вот именно только так это может рассказываться. Век очень интересной режиссуры, совершенно разный. Было любопытно очень смотреть, как человек идет через миф, да, через как бы историю очень частную, относящуюся к корням, к вашим корням, как это становится, ну, как бы понятно всем остальным. Вот, мне кажется, это самое главное, да, когда от частного возникает общая среда, общая территория, где вдруг мы все говорим на одном языке. Вот, это замечательно, это, наверное, мастерство режиссуры как раз-таки и есть.
50 лет, как я знаю, Андрей Савич и ту золотую группу артистов, которая приехала в театр со своим дипломным спектаклем. И они действительно оказались золотыми, а со временем за эти 50 лет, по-моему, стали бриллиантовыми уже. Такие настоящие якутские роскошные алмазы. Масса спектаклей его я видела. Ни один с другим сравнить невозможно. Они все разные. Он всегда умеет находить подход к каждому произведению. То, что я увидела сегодня, меня потрясло, потому что свести вместе мифологию с роком, сделать совершенно современный спектакль. Он человек, очень точно чувствующий театральную эстетику и понимая прекрасно, что зло не должно победить. Он своими спектаклями делает все, чтобы побеждали добро, правда, справедливость. И за это я очень его люблю.